Маш, ну здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, у нас очередная посылочка от любимого Василька. Сейчас я его распечатаю и посмотрим, что же я заказала на этот раз. Так, ну вот. Так, ну вот, распаковала, чтобы не шуршать. Значит, что же я заказала? Покрывало плюш велюр салатового такого цвета, 140 на 200. Стоит такое покрывало 881 рублей. Так, ленточку берем. Я раньше тоже заказывала плюшевое покрывало такое. Ну, это считайте, как полуторка, небольшое покрывало. Мне не нужно было такого размера. Очень хорошего качества. В стирке они, сами знаете, что не линяют, не портятся, удобные. Так. Видите, какая красота. Вот такое красивое покрывало. Так, дальше, значит, так, пижама сати называется, 50 размера, вот такая вот с длинным рукавом. Пижаму я хочу в подарок, заказала специально, видите, какая красота. Вот такие вот штанишки. Пижама наша стоит 896 рублей. Это 50 размер. Очень красивое качество. Всегда трикотажа превосходное. И швы, и все тут очень четко, красиво сделано. Ничего нигде, ни одной ниточки, ни одной зацепочки. Пижам я покупала очень много, заказывала на Васильке. Что дочкам моим, что в подарок. И снохи, и племянницы, и все довольны. И я сама тоже очень довольна. Вот такая она, хоть и рукав длинный, но легкая, тонкая, легкая. Вот. Она любит, чтобы был рукав длинный. Вот такая вот пижама. Дальше. Дальше у меня идет махровый женский халат. 52 размера, стоит он 1383 рубля. Его я заказала себе для себя. Он хоть и короткий, но вот он мне нужен. Ничего. Вот махровый халат после ванны накинул, вышел. Очень красивый, друзья, очень мягкий такой. Прям красота, и нежный, и цвет нежный. Вот кто носит короткое, тем более. Это превосходно. Жалко, у меня Ибрагима сегодня нет дома. Поехал кататься на соседской лошади. Обычно Василек мы с ним вместе рекламируем, чтобы было видно. Но я сейчас одену, наверное, халат поверх платья, и вы увидите, что и как. Так, качество тоже мне очень нравится. Но на замке превосходные швы и замок качественный, молния очень. Видите? Вот посмотрите, все прекрасно прошито, все хорошо. И качество материала тоже отменное. Так что такой халатик я вам рекомендую. Ну и купила носки. Женские, твой стиль называются, по 6 штук их. Так, по 46 рублей одни, и одни по 27 рублей. Сейчас вам скажу, какие. Так, Лиза. Носки женские, твой стиль, по 46 рублей. Значит, вот эти вот по 46 рублей. Такие просто однотонные хлопковые носки, черные и серые.
А, есть еще и красные. Вы знаете, я, в принципе, все лето хожу дома в носках. Ну, вот таких вот ХБ носках. Так, ну и вот такие вот носочки. Это уже чуть-чуть они теплее. Ну, на вечер, на утро. Все-таки, какое бы лето ни было, во-первых, у нас лето очень холодное. Носочки нужны вот с такими вот тигрятами. Тут хлопок и полиэстер. Или как, эластан. 10%. 85% хлопка. Ну и там 15% синтетики. Тоже хорошие носки. Как я сказала, одни стоят 46 рублей, другие стоят 27 рублей. Вот эти вот стоят 27 рублей. Так, вот такие вот мужские носки. Тут короткие, как раз летний вариант. Хорошая резиночка широкая наверху прям. Видите? Хорошие носочки. Качество хорошее. Сейчас я вам скажу, по какой цене они. Носки мужские. 81 рубль. Вот тут 10 пар на 810 рублей. Вот. Очень качественные, хорошие носки. Прямо и материал вот чувствуется, что очень хороший. Вот такие вот носки. И на лето невысокие как раз. И у меня теперь осталась последняя подушка, которая у меня упала. Сейчас я вам покажу. Купила пока одну, хочу посмотреть. У меня есть подушки из своего пера, утиного пера. Так, и вот подушка. Какая она хорошенькая. Так, сейчас я вам скажу, что за подушка. Подушка 70 на 70. Так, My Home Bamboo, по-моему. Тут эта подушка бамбуковая, друзья. Сейчас я вам скажу. Наполнитель. Бамбуковое волокно 50% и 50% полиэфирное волокно. Вот. Вот такая подушка. Ее можно стирать в машине стиральной. Прекрасная подушка. 70 на 70. Вот. У меня все наволочки 70 на 70. Все мои домашние подушки тоже вот такого вот размера. Поэтому заказала такую, а не удлиненную. Вот такая вот мягкая, очень, очень хорошая. Интересно, как же я ее снимаю. Подушка моя все падает и падает. Вот так вот. Вот такая вот подушка. И подушка эта стоит, друзья, 3740 рублей. Если она мне понравится, я пока заказала одну, буду заказывать еще. Когда я сказала, что я заказала подушки, я, помните, и своей дочке заказывала подушки, ей очень нравится Мадине. Надо будет еще и для них заказать. Так, ну вот, друзья, халат. Как видите, я одела халат. Жалко, что Ибрагима нет дома, он бы меня снимал. Я одела, конечно, на платье. Вот такой вот превосходный халат. Он мне очень понравился. Так что, ну, тем, кто носит короткое, конечно. Ну, он, хоть я и ношу длинного, мне тоже нужен. Я знала, что он короткий, поэтому все равно заказала, он мне нужен. И он мне очень понравился. Хочу еще их заказать. Наверное, и для девочек закажу своих. И в подарок закажу. Мне тот халат понравился. В следующий раз буду заказывать еще такие халатики. Так, ну что, друзья, на этом я обзор любимого Василька закончила. Вот такие покупки у меня сегодня превосходные. А вы заказываете, что хотите. Заходите на сайт. Я оставлю в описании, закреплю в комментариях ссылку на их инстаграм, на их телеграм, на их интернет-магазин. Заходите, посмотрите. Выбор огромный. Можете выбрать все. Я выбрала то, что я захотела сама, то, что мне понравилось. А вы выберите то, что вам понравится.
Выбор огромный, как я сказала, что постельное белье, что подушки, одеяло, покрывало, пижамы, ночнушки, комплекты, ну все, буквально все там. Кухонные принадлежности для кухни, для постельное белье прекрасное, полотенца прекрасные, носки, нижнее белье тоже. Ну, огромный выбор. Поэтому еще раз повторюсь, зайдите на сайт Василька или, если вам удобнее, в Инстаграм, Телеграм, посмотрите, выберите и заказывайте. Заказывайте и пользуйтесь. Ну вот как-то так. Маждаловца, Хамсанокус. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Еду на рынок. Чуть-чуть припозднилась, надо было чуть-чуть пораньше. Но я, наверное, хотя бы немножко вам поснимаю. Нужно кое-какие продукты купить. Поехали. Эти тоже. 50 ходильницу. Шудех кутля. Шудех кутля. По 430 вахкаджи. Технология асаниз. Аниз да. А шудех кутля. 420. Ну, хамыш да ашар. А снять ли хамаж из башен, шагру махшу афет под бди хам. Домашний фуя, фудех. 100 рублей 50. Козье молоко, да? А фудех газа шура? 150. А, так, нахч домашний. А колдах фудехры? 200. Кол, нахч. Навча 350. Домашний мечи весь. Появей. Нахч домашний. Домашний. Фудеха. 350 рублей килограмм. Килограмм. А творог? Творог 250. Сколько хлеб ваш стоит? Сколько такие косыночки? Фудеха. 200? Вот это 26 килограмм. Эти два ящика. Смотри, однокос. 27 А вот за 2 ящика. Эти хорошо. Фудех бе квартула. Кабуца? Огурцы в какую цену? 60. Помидоры? 65. Огурцы 60, помидоры 65. Доброе утро. А черешня в какую цену? 200. А клубника?
250. 250. Как дорого, да? Серечный 9 квадрат. Бычий у нас хороший. А помидоры в какую цену у вас? Разные. Вот эти вот сколько? 75. Огурцы? Как они свежие пахнут. 70, 60. М? Шпанка в какую цену? 1400. А клубника? Эти хорошо. Бегай, морковка. 60. Картола. 35. Хох. 45. Доброе утро. Надо, доброе утро. По 20. Зелень 20, да? Да. Надо положить. Сколько? 3 укропа и 2 петрушки. Доброе утро. А баклажаны в какую цену? 150. Болгарский? Маздук алпушимиш böyle. 100 рублей. Так, положи мне баклажан, Bilmiyorum temeli. килограмм, и килограмм болгарки. И 1-2 острова. Острый сколько? Острый 250. Ну, 1-2 штуки. Болгарский сколько? Килограмм сделай. Zeytin biliyorum zeytin. Огурцы сколько ваши? 65. Подъехай, хуха, тоже. 45. Доброе утро. Какую цену картошка? 35? Баклажан в какую цену? 150. Кабачок? 60 рублей. Хох, выдъехаешь бы вегей? Хавул, хауз. Итки хох, хауз. А картоф выдъехаешь живей? Квартал 35 devlet. Кабыц. Галя, я школе. А галите эти? Галя, 35. Талхар мотосла. Сколько ваши помидоры? Ящиком килограмм. Килограмм. 85 70. А картошка? 35? Сюда иди, сюда мой брат. Bu başlık ver. Ящик 400, короче, 1000 рублей ровно. Да. Ящик скидка делаю, да? Да, Подъеха абрикоса. 150. Belber katıl. Ага. Грузия. Ага. Посадишь особенно. У тебя баклажаны в какую цену? Баклажан 200. Хачках подъехали. А дыня в какую цену? А? 130? А арбуза нет? Арбуз закончен. Грибы в какую цену?
Я сколько? 1190. 3810 отдал я вам, правильно? Подешевле болгарки. Доброе утро. Доброе. 3800. 3810. Марина, что держи? Ведра, да? 300 будешь. Килограмм 300. А ерфи шпанка или балбы? Шпанка. Сколько ведро? 1300. بحب крышка же, это крышка шива. Ну, он твердый, да? Какой? Это спелый, не твердый. Сколько абрикос ваш? Абрикос сколько? 20 рублей. Девочки, сколько ваша болгарка? 150, А баклажан? 180. Потом делаешь. Сколько ваша черешня? 180. Я хочу так, как Лёс. Ящиками маленькие? Önce mi alıyor o? Yoksa hatır kalabalık. Вот эти бедные 4 тонны, блядь, загрузил, блядь. Куда? Туда. Осман, грузинский надо брать тебе. Осман, А почем черешня? какой именно? Вот это розовая. 300. Грузинский. А вот это? 250, 250 и 300. Это бычий глаз? Да, вот это. А другой сорт. Ну, бычий глаз, а и рядом Наполеон. А у вас только ящиками, да? Подекшин черешня. По 300, было 250 до 150. А клубник ведра подекли? Вот, вот я хочу, вот. А хуля, А абрикоса подъехали? Ящик есть 100 дня, есть 120 дня. Килограмм 120. Ha? Абрикос помог бы вы? А? Яшкирский рис Кил. 150. Что 120, ну 150. 80. То же самое, вот, а я жду кофе. Не ваш? Я поздний, сох, я ярмыш, позер. Зачем тогда? Не надо тогда. И полку да. Познаешь? И что? Подъехал абрикосов, а? 150. Оптом, если ящик 140.
Черешня в какую цену? 200. По полкилограмма, эти где-то по 700 грамм. А малина в какую цену? Так, малина 240. Она Очень сладкая. твоя местная или как? Кабарда. У меня все продукты с кабарда. Рыба. А мойва где вы? 250. Dergi kaya var bu şamaya var. Tam oldu o zaman. Dur lan öldüm ya. Краю. Так, 5 евро. Ребятами. 4050. Сама по себе вкусная. Это тоже мурманская пикша. Они разные рыбы бывают. Это тоже разная бывает. Смотри, откуда она. Варьируется цена от 150 до 200 рублей. 250. Значит, наша рыба вкуснее, да, чем та? Не знаю, почему. Ну, я имею в виду вот это вот, что у тебя. Да, вот это мурманская. Мурманская, Это тоже ага. мурманская. Хорошо. Треска вкусная рыба, да. Она, если дальневосточная, то она как такая, как сарпу. А, А это мурманская птичка. а крыжовник где живет? Имрани Алиян. 1200? Какую цену печенка? 200. 200 индюшиная, да? Ага. А индейка в какую цену? 350. 350 килограмм. Спинки у нас по какой цене? 60 рублей. 60 рублей. Грудка? 300. А я ж москальеве и? Где в царе? 200 дирсаля. Общие, да? Одинаковые? Ага. 60. Где хамоскаля? А son 200 я уже кажется, son причем Валентия видишь. 200. Царин гуш держали, а сухами я хочу 200 лет. Вадя, он хоз Москве ходил. Хози чё? Мяхали валюха. Мои дорогие, с рынка я уже приехала. Значит, сейчас покажу, что купила. Покупки небольшие, конечно, сегодня у меня. Ну, деньги потрачены все равно. Так, ну что, жара. Приехала с рынка. Я все-таки уезжала, не завтракала, чуть-чуть припозднилась встать. Поехала не позавтракав, только приехала, решила сначала позавтракать. И вы знаете, не смогла, не удержалась, не пожарить мойву. Это любимая моя рыба. Пожарила мойву. Завтрак, да? На завтрак. Пожарила мойву, сделала салатик, поели. Вот, все разошлись. Я теперь немножечко покажу, что купила, что было на рынке, вы видели. Сейчас покажу вам свои покупочки. Вот так вот мне надо все-таки снимать. Так, купила рыбу, как я сказала. Вот мойву. И посмотрите, какая она. В каждой рыбке прям много-много икры. Да, вот. Так, купила 4 килограмма мойвы. 250 рублей она стоила, по-моему, я там озвучивала. Так, купила вот эту вот рыбу. Это кита. Стоила она 400 рублей килограмм. Тоже купила одну рыбину. Так, пока она будет размораживаться, я займусь другими делами. А потом уже все порционно как бы положу. Так, значит, купила мясо. Вот, вы видите, мясо у меня тут. 10 килограмм вот такого вот мяса. Жир и все, что не нужно, они мне очищают. Но вот это вот еще надо будет мне пленочку снять. Но это ничего страшного. Купила вот таких вот 3 курочки. Так. Ну, короче, одна 2700, две 2600. Стоили они 400
30 рублей, но она мне их за 420 отдала. Куры опять чуть-чуть подорожали, а то и по 400 они у нас бывали. Но это не намного подорожание. Так, купила крышки для банок. Не знаю, не могу сейчас сказать, потому что расплачивался у меня сын за них. Сколько за них заплатили. Так, купила болгарский перец. Это мне нужно для рулетов. Начинка будет болгарский перец, морковка и лучок. Да, я лук и картошку не ставила сюда ставить. Ой, не стала сюда ставить. Короче, купила 10 килограмм лука, это 450 рублей. И купила 10 килограмм картошки, 350 рублей. В тот раз по 30 рублей я покупала картофель. И вы знаете, вы, наверное, многие знаете, я уже говорила, что я в этом году огород вообще не посадила. От слова совсем. Картошка посажена, но картошка тоже, по-моему, у нас... И сорняк, и сколько, 3 раза Ибрагим опрыскивал, и жука там много. Вот, короче, моих рук везде не хватает, но я не успеваю. Решила все-таки в этом году, я вам и в прошлом году говорила осенью, что, скорее всего, я ничего не буду сажать. Хотелось, очень хотелось посадить хотя бы зеленушку, что-то такое, но по времени я просто не успеваю. Вот. Была бы моложе, наверное, бы успела. Потому что раньше и работала, и с огородом справлялась, а сейчас уже нет. И, вы знаете, действительно рада, что не посадила, потому что я бы переживала, вот как сейчас вижу, что картошка... За картошкой не можем нормально ухаживать, не могут пацаны ухаживать. И переживала бы за то, что там мелочь посадила, и не могу туда зайти и сделать. Там у меня есть лучок немножечко, и, чесночок. Остального ничего нет и не сажала. А пойти сейчас смотрю, купила зелень. Представляете, вот такой вот пучок огромный. Он стоит всего 20 рублей. На 100 рублей набрала вот столько зелени. Вот. Видно? Видите, сколько зелени аж на 100 рублей. Всего на 100 рублей, вернее. И зачем, да? Сажать, ухаживать. Причем это местная женщина была. Так, хотя раньше я удивлялась, как могут люди покупать зелень. Но всегда говорят, не торопись осуждать, или как там говорится. Докпат наливали. Я не понимала, как могут, чтобы лежали целые огороды и ничего не сажали. Но теперь уже сама такая получается. Так, дальше идем. Купила огурцы. Огурцы были по 70 рублей. Нет, по 65 рублей. Огурчики вот такие. Купила помидоры. Помидоры купила не сегодня, друзья. Такие помидоры красивые, вкусные. Их выращивают у нас в Кантышево, прямо рядом со мной, недалеко от меня. Теплицы. Я так рада этим людям. Они, получается, однофамильцы моего мужа. Помидоры сладкие. И самое главное, они дешевые. Уже, по-моему, вторую неделю. Или да, ну, вторую неделю это точно. Я покупаю у них уже, получается, 4 ящика я купила. В тот раз 2 ящика купила по 50 рублей. И сейчас вот купила буквально 2-3 дня тому назад тоже 2 ящика. Я специально переложила вам показать. Купила 2 коробочки. Ну, там где-то по 6-7 килограмм в коробочке. 50 рублей килограмм. Представляете? Вот за такие красивые, шикарные помидоры. Они у меня стоят в холодильнике, поэтому вспотели. Вот. А на рынке сегодня самые дешевые были 65, и то такие невзрачные некоторые были. Короче, вот так вот меня очень радует, что когда люди вот так вот сажают, сами выращивают, когда занимаются, вот именно не привозят, не перепродают, а занимаются своим производством, сами люди разрабатываются. Вот, очень мне это нравится. Ну вот, что еще? Купила баклажан килограмм по 150 рублей, просто для дома. Люблю баклажан, ну и болгарский перчик тоже 150 рублей зеленый стоил. Хотя красный тоже 150 рублей я нашла. Был 180-200, но у одной женщины я нашла за 150. Вот. И клубники ведро купила. В тот раз я покупала 2 ведра клубники, сварила варенье. Но сейчас все-таки не удержалась. Вернее, не я. Ну, мне захотелось, и мне сын говорит, ну, купи ведро. И вот он мне купил еще ведро клубники. Буду сейчас быстренько очистить и делать компот. Больше сегодня покупать ничего не стала. Во-первых, по времени у меня было мало времени. Сыну надо было на работу ехать. Ну и сегодня, на сегодняшний день и по деньгам я не могла более что-то купить. Потому что где-то 6 с чем-то обошлась мне эта покупка без мяса. Без мяса.
а мясо 5200. Это получается где-то 11-12 тысяч. Вот так вот. Да, или у меня еще что-то было? А, нет, только картошка, лук. Да, еще 2 курочки, которые... Ну, это не из моего. Ну, получается, где-то 6600 было, 6000 продукты и 5200 мяса. Вот считайте, 11 тысяч. Вот на сегодняшний день лимит мой был завершен. Больше тратиться мне нельзя было, поэтому куплено вот так вот. Вот, сегодня будем делать заказ. Ну, заказ небольшой. Так что посмотрим, не знаю. Обещала дочка приехать, Танзила. Она поможет. Мне нужно сделать 3 куриных рулета, 2 рулета из фарша и 30 котлет по-киевски. Но не сегодня, мы сегодня просто подготовительные эти сделаем. Кур почистим, разделаем, отобьем, сделаем зажарочку. А уже рано утром будем делать, потому что где-то к часу дня мне нужно заказ отправить. Поэтому сегодня делать не буду, сегодня пятница, заказ на субботу, гостей они встречают в субботу. Лучше сразу готовые отправлю. Вот, у меня еще салат нужно сделать. Болгарского перца оказалось, я не додумалась, купила мало, но ничего, завтра утром успею. Ну вот, как-то так, друзья. Этот ролик, наверное, выйдет сам по себе. И, скорее всего, я подключу сюда рекламу Василька. Так что у меня посылка лежит, но она будет идти впереди ролика. Ну вот как-то так. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мяш дахалчы.